Что такое Берлин для меня? Вьетнамские вкусняшки. Этот город открыл что-то новое во мне и для меня. Я из Алматы, я получила возможность работать в компании в Берлине. Это очень крутое место. На руки человек получает больше 2000 евро в месяц. Я могу сказать, что на данный момент я счастлива. Каково быть казашкой в Берлине? Полгода, чтобы найти какое-то новое жилье. Мне не хватает. Это казахской еды. Я делаю отличную рекламу для Казахстана. Что такое Берлин для меня? Берлин для меня это очень активный город, который никогда не стоит на месте и, наверное, который даже никогда не спит. Вот. Я очень рада, что я сюда приехала, и на данный момент я живу тут уже несколько лет, и я могу с уверенностью сказать, что этот город открыл что-то новое во мне и для меня. Вот. Для каждого человека тут найдется что-то свое. Это очень крутое место, наверное, для всех людей тоже извне, потому что можно встретить классных людей, можно посетить безумно крутые мероприятия на разные темы из разных сфер. И я бы, наверное, могу сказать с удовольствием и с уверенностью, что я нашла себя в Берлине, я открыла себя как-то по-новому, и я чувствую себя как уже дома, находясь в данном городе. Места, которые я посоветовала тем, кто впервые приехал в Берлин, я думаю, это очень сильно зависит от того, насколько на какое время приезжает человек и, наверное, с какой целью он бы хотел тут побыть, потому что тут есть очень крутые ночные заведения, разные клубы, бары, чтобы потанцевать или просто познакомиться с кем-то, провести такой социальный вечер, можно так сказать. Либо можно сходить на какие-то крутые музеи. Мой любимый музей — это Натюркунде-музей, где можно увидеть скелеты динозавров. Вот, это такое что-то очень крутое и ненадолгое время. Вот. Ну, а также тут классное заведение, где можно покушать разную еду. То есть можно пойти в итальянский ресторан, который держат итальянцы, и покушать очень классную пиццу, либо пасту. Вот. Ну и, наверное, очень много классной и вкусной азиатской еды. Это то, что я очень сильно люблю. Я обожаю хот-поты китайские или какие-нибудь вьетнамские вкусняшки. Как зарекомендовали здесь наши люди себя? Наверное, очень хорошо, или даже очень-очень хорошо, потому что вообще не так много казахстанцев я встречаю, и как будто бы не так много кто переезжает. Я могу говорить, например, да, про Германию, Берлин. То есть есть какие-то определенные группы, но их не так много, как, например, экспатов из других же стран. Вот. И это очень, наверное, уникальный такой случай. И в принципе, потому что наши люди, они приезжают и начинают сразу работать, хорошо себя зарекомендовывают. И, например, могу говорить про своих друзей. Это очень классные ребята, которые работают, которые уже социализируются, изучают язык, что очень важно. Вот, и тоже находятся в каких-то интернациональных кругах. Вот, поэтому, ну, наверное, ничего негативного я никогда не слышала, только позитивно. И люди всегда очень позитивно реагируют на то, что я из Казахстана, и что у нас в Казахстане есть два языка, на которых мы разговариваем, и что вообще у нас тоже есть такие вот программы, например, как предоставляет мой университет, чтобы дать возможность молодым людям себя попробовать за рубежом, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, вот, но это очень дорогого стоит поиметь такой вот опыт и посмотреть на себя в других каких-то условиях. Каково быть казашкой в Берлине? Это интересный вопрос, потому что я всегда говорю, на самом деле так и есть, что Казахстан — это смесь различных культур, да, находясь около азиатской и около российской стороны, так сказать. Быть казашкой в Берлине — это значит, что люди не всегда будут конкретно понимать, откуда ты, почему ты говоришь на русском, если ты не из России, и почему я решила приехать именно в Берлин, а не в какую-нибудь другую страну, которая находится, ну, чуть поближе, так сказать. И когда я встречаю людей, и они узнают о том, что я из Казахстана, они сразу задают очень много вопросов, потому что тут встречается не так много людей из Казахстана, и это всегда интересно, то есть рассказывать, что у нас интересно, что у нас много национальностей, больше 100 национальностей, и при этом все друг друга любят, поддерживают и живут очень дружно. И также я сразу показываю фотографии. Я из Алматы, я просто обожаю Алматы как город и наши горы.
сразу показываю фотки и говорю, что это та страна, куда нужно ехать как туристу. И очень грустно, что у нас не так сильно развит еще туристический сектор, но всегда есть много чего посмотреть. Я считаю, я делаю свою работу хорошо, маркетолога, я делаю отличную рекламу для Казахстана всем своим немецким и другим зарубежным друзьям и знакомым. Экспат, прибывший в Берлин, встречается с различными трудностями. С какими конкретно? Наверное, адаптация, она всегда происходит не гладко, то есть будут моменты касательно бюрократии, где нужно разбираться либо самому, либо искать это онлайн, либо спрашивать каких-то локальных людей, которые тоже не факт, что могут помочь, потому что опыт экспата — это абсолютно что-то уникальное и не универсальное. Вот. Наверное, бюрократия очень трудоемкий процесс, и нужно здесь быть очень бдительным, наверное. Вот. Также, если, например, в Берлине очень классно, очень много людей разговаривают на английском. Также много людей вообще из разных стран можно найти. Я знаю, у меня есть друзья из Казахстана, из России, из Украины. И то есть, в принципе, я очень рада, что я их тут встретила, и у меня не было каких-то больших проблем с поиском друзей и коммуникацией вокруг. Но я думаю, что вначале все равно можно немного потеряться и думать, где же я могу найти друзей, людей, с кем бы я пообщался, провел время. Но это тоже все решаемо. Вот, есть разные приложения, разные сайты, разные сходки людей и мероприятий, где можно познакомиться. Вот. Ну и, наверное, большая проблема в Берлине — это поиск жилья. Вот. Это большая проблема по Германии в целом, но в Берлине этот вопрос стоит абсолютно остро, потому что очень много людей приезжают, это очень классно, но в то же время людям нужно где-то жить. Вот. И цены растут, а жилье не увеличивается или не всегда, поэтому с жильем всегда огромные проблемы. И я бы, наверное, сказала, если человек планирует приезжать в большой город в Германии, о жилье нужно думать в первую очередь, уже находясь у себя дома и уже ища какие-нибудь ресурсы. Вот, потому что очень много людей, даже я сама, когда у меня была работа, у меня уже было тут образование, я знала людей, но у меня заняло, например, полгода, чтобы найти какое-то новое жилье, когда мне нужно было переезжать. Вот. Но это тоже опыт очень уникальный. Я слышала, что люди находят жилье очень быстро, а также есть люди, которые ищут жилье по несколько лет. 3 совета, которые бы я могла сказать, дать людям, которые заинтересованы в работе за рубежом. Наверное, это уже изучать какие-нибудь порталы, где вы могли работу найти, находясь в своей стране. Вот, потому что в каждой стране, я думаю, что рынок очень разный, и спрос на различных людей, специалистов в разных областях тоже может быть разный. И необходимо понимать, что там, где вы будете работать, вы должны думать, сколько денег вы сможете зарабатывать. Также интересно ли вам это, интересно ли вам будет заниматься чем-то в какой-то новой стране с абсолютно незнакомыми вам людьми. Вот, тоже нужно понимать, что вы любите делать, и тогда у вас будет мотивация и жить, и развиваться, например, в данной области и в данной стране. Вот. Ну и, наверное, важный совет – это понимать, что когда вы приезжаете в новую страну, то вы приезжаете в новую культуру, и нужно стараться себя немного локализовать и социализироваться, вот, и понимать, как работают разные сферы в разной стране, либо даже в разном городе, вот, и осваивать это. Вот. Средняя зарплата по Берлину и расходы – это вопрос всегда такой немного сложноватый, потому что все зависит от сектора, где ты работаешь. Наверное, я могу говорить за свой сектор, то есть я работаю маркетологом более 5 лет, сразу после окончания университета, то есть у меня есть двойной диплом, и у меня есть уже какой-то опыт. Я бы, наверное, сказала плюс-минус, в среднем зарплата будет варьироваться с налогами в год. Это от 50 тысяч евро, вот. То есть на руки человек получает больше 2000 евро в месяц, вот, и больше статья расходов всегда уходит на жилье, да, потому что вопрос с жильем тут стоит очень острый, и цены на жилье растут неимоверно, вот, наверное, 20-25% тратится на еду, то есть на походы в супермаркеты. Я считаю, это абсолютно нормально, цены тут хорошие, вот. Инфляция не так сильно влияет на продукты питания,
Вот. Ну а походы, конечно, в рестораны, либо на какие-то мероприятия, это будет всегда около 50 евро за вечер, хорошо покушать, что-нибудь выпить, либо что-нибудь посмотреть. Вот. То есть, в принципе, я думаю, что всегда есть возможность быть в плюсе, то есть откладывать деньги, зарабатывая, вот, и копить на что-нибудь, на какие-нибудь путешествия, которые тоже, если ты находишься в Европе, они тебе выходят не в очень большую сумму, потому что все страны около друг друга, и тут очень хорошо развиты как перелеты, так и путешествия на автобусах, на поездах в ближайшие страны, то есть это тоже, ну, дает возможность, наверное, сэкономить, но при этом посмотреть что-то. Чем я занимаюсь? Я изучала маркетинг, и мне очень нравится данная сфера, мне нравится сфера бизнеса, маркетинга, и на данный момент с 2022 года я работаю в e-commerce компании, в Shein. Это компания, которая была начата в Сингапуре, вот, но у нас есть головные офисы в разных местах по всему миру, то есть такой очень большой концерн. Я работаю в Берлине, в центре, на Курфюрстендаме. У нас очень классный офис и очень маленькая команда. Мы занимаемся маркетингом в онлайн и в офлайн сфере. Это означает, что мы отвечаем за онлайн-рекламу, а также мы участвуем в спонсорстве различных офлайн мероприятиях. Например, мы ездим на фэшн-шоу в Берлине, либо на какие-нибудь музыкальные фестивали, вот, чтобы продвигать бренд и изучать рынок и коммерции, и фэшн-рынок в целом в Германии. Я работаю конкретно в маркетинговых исследованиях и исследованиях рынка. Это означает, что я очень много разговариваю с людьми на немецком, так как я общаюсь с немецкими потребителями, с реальными и потенциальными потребителями. Вот. Я работаю на данный момент из офиса с утра до вечера в центре, то есть у меня рабочий день начинается в 9 часов, я прихожу, у нас около 10-15 людей в офисе, это очень интернациональная команда, то есть люди со всего мира работают все вместе над одним каким-нибудь крутым проектом, мы вместе сначала пьем кофе, горячий шоколад, а потом приступаем к нашим обычным делам, к различным митингам с людьми из других стран, то есть мы проводим митинги онлайн, но работаем также вместе все офлайн. Вот. Это могут быть как долгосрочные проекты, к которым мы готовимся заранее, например, за полгода, и проекты, которые длятся по несколько месяцев, а также есть что-то краткосрочное, какие-нибудь маленькие опросы, которые я провожу на каких-нибудь мероприятиях, где мы участвуем, чтобы узнать, что думают наши реальные и потенциальные потребители о нашей марке, что бы они хотели, чтобы мы изменили. Вот. Ну и в целом я также делаю анализы о рынке и коммерции в Германии. Вот. То есть это работа тоже со статистическими данными, которые можно найти онлайн, либо которые мы также делим с нашими коллегами из похожих отделов, но которые, например, работают в других странах, таких как Франция, Испания, Турция или Англия. Вот. И я считаю, что это очень круто, что у меня есть такая возможность работать в интернациональном коллективе и в большой компании, потому что здесь у меня есть возможность реально получить какой-то опыт и понимать, что то, что я делаю, это влияет на развитие бизнеса в целом. Чтобы стать маркетологом, какие бы 3 совета я могла дать? Наверное, нужно быть очень целеустремленным, нужно понимать, чего ты хочешь добиться в целом, и какие маленькие шажочки, возможно, не совсем очень важные на первых стадиях, но которые могут привести к чему-то очень важному потом. Их очень важно ставить и достигать цели просто потихоньку, никуда не спеша. Вот. Наверное, далее я могу сказать, что очень важно уметь общаться с людьми и быть открытым миру, потому что очень много хороших людей вокруг, у которых могут научить тебя чему-то и у которых ты можешь чему-то научиться. И это все познается именно в коммуникации, то есть когда я открыта к людям, и люди открыты ко мне, мы всегда можем и поддержать друг друга, и дать какие-то советы, и помочь. Вот. И, наверное, самое важное – это всегда верить в себя. Это, мне кажется, касается не только маркетинга, но и человека в целом. Особенно, когда есть какие-то сложности в разных сферах жизни, очень важно верить в себя и понимать, что даже есть какая-то черная полоса в жизни, то всегда все будет очень круто,
не сегодня, так завтра, если не завтра, то на следующей неделе обязательно. Сфера маркетинга в Казахстане и Берлине / Германии, мне кажется, они находятся сейчас на разных уровнях, потому что маркетологам, так как у меня есть друзья, которые работают в маркетинге в Казахстане, в России и в других городах Германии, то, наверное, здесь немножко это интереснее, потому что тут очень много интернациональных компаний. Но я знаю, что также интернациональные компании открывают и начинают активно взаимодействовать с рынком Казахстана, что также дает возможность изучения чего-то, и всегда работа на иностранной компании это дает тебе возможность и попутешествовать, и посмотреть, как бизнес происходит в других странах, и выучить что-то новое. Вот. То есть я могу сказать, что, наверное, рынок здесь, в Германии, в Берлине, он развит больше, тут гораздо больше компаний, гораздо больше каких-то мероприятий, которых проходят, и для меня, как для маркетолога, здесь больше, так сказать, пищи для изучения. Но я знаю, что в Казахстане этот рынок имеет огромный потенциал, и он развивается. Вот. Современные потомки кочевников покоряют новые вершины в зарубежных компаниях. Сегодня оружие номадов – это знание и упорство. Первые трудности, с которыми сталкиваются экспаты. О чем скучают наши люди. Оставайтесь с нами и ждите новые интервью на канале Хуан ТВ. Как я попала в Берлин? Это очень интересная история. Вот, я из Алматы, и в Алмате я училась в очень крутом университете, Казахстанско-немецкий университет, и была возможность с группой девочек, своими очень крутыми подругами, приехать по обмену сюда, в Саксонию, это у нас Восточная Германия. После учебы в Восточной Германии и после практики на севере страны я получила возможность работать в компании в Берлине, и с 2018 года я живу тут, работаю, уже сменила работу, и да, и вот так вот как-то пришло к тому, что я сейчас нахожусь тут, и очень, очень классно себя ощущаю внутренне. В ближайшие 5-10 лет, где бы и кем бы я себя видела, для меня очень важно развиваться в моей карьере, вот, и я бы хотела дальше достигать каких-то успехов в той области, где я работаю, возможно, развиться в чем-то помимо такой бизнес-сайда, так сказать. Вот. А где? Мне безумно нравится Германия, но проживя тут энное количество лет, мне бы хотелось еще посмотреть другие страны. Вот. И в идеале мне бы хотелось, наверное, переехать и попробовать себя в какой-нибудь очень теплой стране. Наверное, тоже в Европе, потому что в Европе есть свои приколы или такие тоже вещи, которые я очень ценю, и к которым я уже привыкла. Вот. И, наверное, да, это был бы мой план на 5-10 лет, переехать куда-нибудь и дальше достигать вершин в своей карьере. Какие 3 вещи я бы изменила в Казахстане, если бы у меня были полномочия, либо суперспособности? Наверное, я бы вкладывала больше и рекламы, и силы, и пыталась бы улучшить качество образования. Я знаю, что оно на хорошем уровне, но оно может быть на гораздо более хорошем уровне. Вот, и особенно отучаясь в университетах в Берлине, я могу сказать, что системы очень разные, и можно иметь свою систему в Казахстане, но взять что-то крутое и успешное из других систем и внедрять это. Вот. И тогда именно для молодежи, для тех людей, у которых полно сил и мотивации что-то изменить или что-то изучить, будет, наверное, больше знаний, вот, и больше возможностей. Мне кажется, возможности — это очень важное слово и очень важная, так сказать, часть жизни, потому что, получая хорошую возможность в образовании, человек получает отличные шансы на перспективы в развитии в карьере, а карьера влияет на тебя самого, и это влияет на какой-то твой материальный достаток. А в текущей ситуации в мире, мне кажется, экономическая составляющая, она очень-очень важна, и хочется быть уверенным не только в завтрашнем дне, но и в следующих годах своей жизни.
вот, и спокойно путешествовать, спокойно покупать что-то для себя и для своих близких. И чтобы я могла еще изменить в Казахстане, наверное, надо подумать. Так как я сказала, что туризм тоже имеет место быть как такая область, которая уже что-то есть, что мы можем показать всему миру на каком-то глобальном плане, но почему-то люди не всегда могут показать на карте Казахстан, хотя это огромная страна с огромными интересными природными красотами. Вот. Наверное, мне кажется, очень было бы круто делать какие-то туристические мероприятия и приглашать людей для каких-нибудь профессиональных поездок, для туристических поездок из стран Европы, из других стран Азии, соседних стран. Вот. Потому что я обожаю Казахстан, и всегда, когда я провожу время там, это всегда какие-то вылазки, это всегда время на природе. В любое время года мы с семьей всегда идем на природу в Казахстане, и хочется, чтобы это видели не только наши глаза, не только тех, кто там живет, а чтобы весь мир просто знал, как у нас очень круто и очень красиво. Вот. И третья вещь, наверное, которую бы я внедрила в Казахстан, или ту область, на которую я бы обратила внимание, или советовала бы всем обращать внимание, это экология и ситуация в целом в стране, связанная с этим. И знаю, что, в принципе, это зависит от каждого человека, насколько чище наш воздух, и что мы сами можем пересесть на общественный транспорт, пересесть на велосипеды, то есть с этим связано уже развитие каких-то велодорожек и внедрение, вот, и заботиться, в принципе, об окружающей среде, то есть иметь какие-то правила, находясь на природе, находясь у себя дома, находясь у себя в саду, либо на улице. Вот, мне кажется, этот вопрос стоит довольно-таки остро в некоторых местах, в некоторые моменты. Вот, и это действительно то, где мы живем, то, чем мы дышим, и это в наших силах, в наших руках изменить. Почему я скучаю, чего мне не хватает? Наверное, моей семьи и моих друзей, которые именно в Казахстане. И так как вся моя семья находится в Казахстане, и тут я, грубо говоря, одна, то, конечно, поэтому очень скучается. И так как я работаю, у меня есть ограниченное количество отпуска, то есть не всегда получается приехать домой настолько часто, насколько бы хотелось. Вот. Второе, почему бы я скучала? Мне очень нравится суши в Алмате. Я обожаю суши в Алмате. Это первое дело, что мы покупаем покушать с братом, когда я приезжаю в Алмату. Тут суши, они очень классные, но они какие-то другие. Они не такие, какие у нас. Вот. И, наверное, вообще касательно людей, все очень круто в Казахстане. Вот. И я обожаю гостеприимство. То есть ты, когда приходишь домой к своему другу, либо к вам кто-то приходит домой, это гости, у вас огромный дастархан, у вас куча еды, у вас все на позитиве, и все очень рады гостям, все очень рады встречать друг друга. Вот. По таким каким-то ощущениям и совместным сборам у меня тоже есть такая тоска. Что такое счастье? Счастье конкретно для меня — это, наверное, понимать, что в моей жизни происходят какие-то позитивные моменты, которые я сама создаю для себя, для людей вокруг, и что это влечет к чему-то хорошему. Вот. Это что-то такое нематериальное, это что-то такое теплое, и, наверное, касательно именно меня саму. Вот. Ну, естественно, мое счастье не зависит, но и касается людей вокруг меня. Я всегда думаю о своей семье, о своих друзьях и в целом о людях, которые меня окружают. И я могу сказать, что на данный момент я счастлива, и счастье — это то, что находится внутри меня. О чем я жалею и что бы я хотела изменить? На самом деле я слышу этот вопрос в разные моменты своей жизни, и я всегда говорю один и тот же ответ, что я же не жалею ни о чем в жизни, потому что то, где я нахожусь сейчас, и тот опыт, который у меня появился на данный момент, вообще то, каким человеком я являюсь, это все и благодаря
моим каким-то достижениям, моим успехам, но и также благодаря, в скобочках, своим ошибкам, которые научили меня чему-то, привели меня к чему-то. То есть не имею также негативный опыт, либо я могу говорить за себя, я не могу также строить что-то позитивное и ценить что-то позитивное, что у меня имеется на данный момент. Поэтому я ни о чем не жалею. Какие 3 вещи я бы забрала из Казахстана и внедрила бы в Германию? Наверное, что мне не хватает, это казахской еды, потому что тут она является немного чем-то таким слишком экзотичным, вот, и я немного поэтому скучаю, вот. Наверное, 2-я вещь — это быть расслабленными. Что мне нравится в наших казахских людях, это то, что мы расслаблены, вот, мы всегда знаем, что все преодолеется, все пройдет, и поэтому, в хорошем плане не паримся, вот, особенно по пустякам, вот, да, поэтому мне это очень нравится, и этого бы, наверное, не хватало немцам, вот, и к этому тоже относится, наверное, спонтанность. Вот, потому что мои немецкие друзья, они не настолько спонтанные, у них все должно быть запланировано заранее, за месяц, знать, когда вы встретитесь, вы пойдете куда перекусить, на сколько времени, вот, а, наверное, с ребятами из СНГ, из Казахстана в частности, это происходит очень плавно, очень быстро и спонтанно, вот, это очень крутое качество. Какие советы я бы дала Неле, которой 16 лет? Наверное, это были бы те же советы, которые я бы дала себе и сейчас. Это всегда верить в себя, несмотря ни на кого, несмотря ни на что. Вот, всего, что, Неля, ты бы хотела, ты всего всегда сама достигнешь, а если не сама, то у тебя всегда будут вокруг тебя люди, которые тебя поддержат. Вот. И также совет пробовать что-то новое. Пробовать что-то новое, потому что пока мы что-то не попробуем, мы не знаем, нам это нравится, нам это не нравится. Вот. И открывать для себя новые горизонты, новых странов, новые какие-то вкусовые ощущения. Это то, как мы развиваем себя как снутри, так и снаружи. Ну и 3-й, наверное, совет, который я дала бы себе в 16 лет, это, наверное, изучать языки. Вот. Я очень благодарна и рада, что в моей школе и в моем университете у нас было углубленное изучение английского, а потом и немецкого. И я могу с точностью сказать, я очень рада, что я тратила какие-то дополнительные часы к репетиторам, не только к репетиторам, прослушивая какие-то песни на иностранных языках, потому что это настолько важно сейчас для меня, и я сейчас не трачу на это время, вот. Поэтому я благодарна себе, и это очень круто, что я это делала, и, наверное, да, это то, что я продолжаю делать и на данный момент. Обращаюсь ко всей молодежи Казахстана, чтобы я сказала, наверное, ценить то, что ты имеешь. Вот. Всегда легко говорить, что что-то идет не так, что что-то плохо или у меня неудачи из-за чего-то происходящего, но важно ценить и концентрироваться на позитивном, что нас окружает. Вот. И иметь, наверное, цель какую-то перед собой и ее просто, ее достигать, в какой бы сфере она ни была, может быть, это в сфере личной, в сфере какой-нибудь здоровья, саморазвития, карьере, вот, и это в принципе не важно, важно, что человек сам понимает, чего он хочет от жизни, и он идет к этому хоть и маленькими, но шажочками. Что бы я пожелала зрителям, кто смотрит это видео, наверное, побольше позитива, улыбок, радости, знакомьтесь с крутыми людьми, путешествуйте и пробуйте всегда что-то новое. Вот. Передаю привет своим классным подружкам, друзьям и моей любимой семье, которая в Казахстане.
Пока!